Привет, меня зовут Александр, компания «Центр домостроения». Мы находимся в одноэтажном прекрасном доме, его мы построили несколько лет назад, и сейчас к нам пришла очередь утепления пола, потолка. Я бы хотел вам показать качество и красоту процесса утепления, показать технологию утепления перекрытий, как сделать это максимально круто, идеально. Еще в процессе строительства шаг между лагами мы делали 580-590 мм. Это уже заранее под утепление, мы уже планировали. Потому что утеплитель идет шириной 60 см, а шаг-лаг мы делали меньше, чуть уже, 580-590 мм, чтобы утеплитель был у нас такой, плотненько-плотненько вставал, так в распор. Сейчас покажу. Вот уже прямой пример. Шаг между лагами 58-59 сантиметров, а утеплитель идет вот этот вот 60 сантиметров шириной. То есть он так плотненько садится, ни щелей, ни свечей, ничего не будет. То есть так плотненько в распор. Это чтобы пол был теплым. Кроме того, мы уложили сначала один слой, потом все эти стыки, которые образуются между матами, мы перекрываем следующим слоем, потом следующим. Вот так вот. Поэтому мостиков холода не будет вообще. Посмотрите, как плотно сидит мат. Причем нет замятий таких больших. Очень плотненько сидят маты. Обратите внимание на пленку. Серая, плотная, такая шершавая пленка. Она, кстати, выполняет много функций. Во-первых, благодаря ней утеплитель не осыпается на землю. А вторая очень важная причина, она не пропускает конденсат с внешней стороны в утеплитель. А с внутренней, если тут образовалась вода, там конденсат какой-то в самом утеплителе, он выходит наружу. То есть такой принцип ниппеля. Если неграмотно положить вот эту серую пленку, в доме будет беда. Объясняю. Конденсат будет скапливаться в утеплителе, утеплитель будет сырой. Сырой утеплитель не сохраняет тепло в доме. Следовательно, вы будете переплачивать по отоплению. То есть повышаются ваши затраты на отопление дома. Вторая причина. Если влага возле деревянных конструкций, значит ваши полы будут гнить, разрушаться. Ну и за несколько сезонов у вас сгниет пол. Это вторая причина. Третья причина. При повышенной влажности и положительной температуре здесь будет образовываться грибок. И это уже очень неблагоприятно будет влиять на ваше здоровье. Дышать грибками. Четвертая причина. Вы будете ремонтировать в дальнейшем полы. Но к полам привязывается вся отделка в доме внутренняя. То есть вам придется переделывать внутреннюю отделку. Геморроя вы хапнете очень много. И всему-навсему вина неграмотно уложенная пленка. Пленочка. В своих домах мы всегда закладываем лаги сечением 100 на 200. Посмотрите, какие они большие. Здесь будет утеплитель 20 сантиметров толщиной. Вот уже видно в готовой комнате лага 20 сантиметров и утепление здесь 20 сантиметров. Ноги реально в тепле. 20 сантиметров утеплителя. Представляете, ваша зимняя куртка 20 сантиметров наполнена утеплением. Представляете, как вам будет жарко. То есть дом ваш будет сохранять тепло очень сильно. Сейчас пройдусь по всему дому и покажу вам нашу работу. Вот мы заходим в дом. Видим процесс утепления. Вот как четко, аккуратно все. Здесь еще пока не сделано. Я всегда проверяю все угловые соединения. Вот так обошли технические соединения. Давайте сделаем ревизию. И проверим вот этот, например, угол.
Это даже очень важно сделать. Пусть даже переделаем, но проверить надо. Как бы скрыто. Как видите, все плотненько-плотненько. Так. Один слой перекрывает другой. Сейчас. Все плотненько-плотненько. Очень плотно все. Сейчас обратно закрою. Также. Видите? Углы за строителями обязательно проверяйте. Обязательно. Халтурят всегда в углах. Всегда в углах. Потому что здесь по прямой укладывать утеплитель очень легко. А вот в угловых соединениях, в искривленных всяких соединениях очень сложно. Поэтому всегда проверяйте. Лишним не будет. Рукой залезьте, посмотрите. Вот все вот эти угловые соединения проверяйте обязательно. Доверяете, не доверяете, идите проверяйте. Так. Тут нормально все. Вот как раньше выглядело, был четкий просвет. Потом мы натянули пленку по низу. Пленка нужна, чтобы защищать утеплитель снаружи и выводить конденсат с внутренней стороны утеплителя. А доска снизу нужна, чтобы это все не обвалилось. Посмотрите, как теперь красиво, аккуратно выглядят полы. Дорогие друзья, если вам необходимо сделать утепление пола, потолка, сделать настил фанерных полов, обращайтесь. Это компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203, наш телефон 48 47 48. Мы будем рады сделать вам отделку в доме. Трепетно, с душой, вот так же качественно, надежно, нормально, со знанием технологий, с пониманием. То есть, вот так вот. Хорошо, отлично даже. Мы готовы вот так вот сделать вам внутреннюю отделку. То есть, действительно шикарное качество. Шикарное, надежно. Все, до встречи, мы будем ждать вас. До встречи.